В торжественной обстановке на железнодорожном вокзале города Нерюнгри чествуют участников 11-го чемпионата России по масс-рестлингу «Сила Севера». Спортсменов и гостей из 30 регионов страны встречают хлебом и солью, подчеркивая значимость события для района и всей нашей республики. Главное действие развернулось в спортивном комплексе «Шахтер». Якутия впервые принимает этот крупный старт. Побороться за звание сильнейших собрались лучшие атлеты страны. Глава республики выразил уверенность, что победители этих соревнований достойно представят Россию уже на мировом чемпионате. Уважаемые участники и гости чемпионата России по масс-рестлингу, от имени всех якутян разрешите вас приветствовать и поздравить с начинающимся чемпионатом. Я рад, что сегодня Нерюнгри, наша южная столица, принимает этот праздник спорта. 10 лет назад наш президент Владимир Владимирович Путин сказал о том, что наши национальные виды спорта должны продвигаться на уровень Олимпийских игр, должны продвигаться на уровень чемпионатов России, международных соревнований. И я благодарю Министерство спорта Российской Федерации, Олимпийский комитет России, конечно же, комитет, который вы возглавляете по национальным и неолимпийским видам спорта, за постоянную поддержку наших национальных якутских видов спорта. Масс-рестлинг, перетягивание палки – это вид спорта, который пришел к нам с незапамятных времен, передан нам нашими предками. Сегодня он уже культивируется в 109 странах мира, 60 с лишним стран уже являются членами Международной Федерации масс-рестлинга. Это прекрасный спорт сильных, мужественных людей. И уверен, что здесь, в Нерюнгри, мы увидим замечательные схватки, которые будут проходить в честной, бескомпромиссной борьбе. Знаете, спорт – это дружба, спорт – это мир. И уверен, что здесь как раз в эти дни выявятся сильнейшие масс-рестлеры нашей страны, которые достойно представят Российскую Федерацию на чемпионате мира по масс-рестлингу, который пройдет в этом году в столице братского Татарстана, в городе Казани. Я еще раз всех приветствую здесь, на прекрасном Тюгюльке, в городе Нерюнгри, в спорткомплексе «Шахтер». И разрешите объявить чемпионат России по масс-рестлингу открытым. Чемпионат прошел на самом высоком организационном уровне и стал настоящим праздником спорта для всех любителей и поклонников масс-рестлинга. От имени Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России я приветствую участников, организаторов, гостей, зрителей, судей чемпионата России по масс-рестлингу. Нет никаких сомнений после такой потрясающей церемонии открытия, что чемпионат России пройдет на самом высоком организационном уровне и станет настоящим праздником спорта для всех поклонников и любителей масс-рестлинга. И, конечно же, проведение данного чемпионата России станет новым качественным этапом развития масс-рестлинга как в Республике Саха-Якутия, так и в Российской Федерации. Поэтому от имени Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России я хочу выразить слова искренней благодарности и признательности главе Республики Саха-Якутия Арсену Сергеевичу Николаеву, правительству Республики Саха-Якутия, администрации Нерюнгринского района, руководству Всероссийской Федерации масс-рестлинга за ту огромную организационную работу, которая была сделана по подготовке и проведению данного мероприятия. В главном старте сезона в общей сложности приняли участие 168 спортсменов. Впервые на чемпионате выступили масс-рестлеры из Рязанской, Ярославской и Кемеровской областей, Республики Бурятии, что еще раз подчеркивает рост интереса к этому виду спорта и усиление конкуренции.
За медали борются сильнейшие спортсмены Якутии, победители национальных и международных турниров, а также титулованные атлеты России. Мне доводилось в Якутии быть 7 раз. И во все времена года Якутия разная, она прекрасна по-своему. Просто удивительный край, что сказать. И я очень уважительно отношусь к традициям республики, к людям Республики Саха-Якутия, которые тепло приветствуют не только своих спортсменов на трибунах, и спортсменов из регионов России, из-за рубежа в том числе, общаются с тобой, подходят, фотографируются там, даже в каком-то плане, как сейчас помню, борются друг с другом словесно, чтобы подойти и занять право очереди сфотографироваться. Это так непривычно для меня было в тот момент, были такие определенные моменты. Вот. Ну а далее прошли серьезные чемпионаты. Масс-рестлинг стал развиваться сильнее, уровень мастерства у спортсменов стал намного выше, расти. И сейчас продолжает он это делать расти. То есть появляются новые преемники у тренеров, новые конкуренты у чемпионов районных центров России. Так что масс-рестлинг развивается потихоньку, планомерно, как говорится, мы движемся вперед. Дай бог, чтобы мы с масс-рестлингом вошли в олимпийскую семью в будущем. Это вот некая такая основная цель всей планомерной, слаженной, сбалансированной работе руководящего состава. А мы, как, можно сказать, председатели регионального отделения, веду свою планомерную работу у себя в районе. Также проводим чемпионаты Смоленской области, района. И выявляем новых чемпионов. И сегодня, как и вчера, наши чемпионы Смоленской области приехали сюда для того, чтобы набраться опыта. Я думаю, что у них это получилось. Они под большим впечатлением от культуры Якутии, от организации проведения соревнований, мощнейшая организация. И, безусловно, чемпионат республики 22-й уже по счету войдет в историю как один из самых красочных соревнований масс-рестлинга России и мира. Профессиональные масс-рестлеры, брат и сестра Иван и Анастасия Галкины из Калужской области являются победителями многих соревнований. И в этот раз они демонстрируют высокий уровень мастерства, завоевав призовые места чемпионата. У меня изначально брат начал заниматься этим видом спорта. Потом, после окончания школы, я поступила в университет и тоже пошла на эту секцию. И мы уже совместно с нашим общим тренером, Цукановым Владимиром Алексеевичем, непосредственно начали подготовку к первенству России и потом дальнейшим соревнованиям. Больше тут зависит от подготовки, даже больше не то чтобы от физической, от психологической. Всегда достаточно сложно настраивать себя, в особенности, когда ты выходишь вместе, точнее, с командниками. И в целом готовиться к соревнованиям высокого уровня достаточно тяжело. Первый день чемпионата уже показал зрелищные схватки. Напряженная борьба, тактические противостояния и высокая плотность поединков задали тон всему соревновательному блоку. Сильное выступление продемонстрировали и женщины. Уверенно пройдя турнирную сетку, в число победителей вошли представительницы Якутии, Башкортостана, Чувашии, Москвы, Самары. Заняла 3-е место на чемпионате России. В том году почудилось занять 2-е. Я, честно, рада результатам и благодарна этому чемпионату России. Рада за тех ребят, которые заняли 1-2 место. Мы совсем довольны. Не менее захватывающим и зрелищным стал второй день чемпионата. В некоторых весовых категориях финалы превратились во внутреннее противоборство якутских спортсменов. Кульминацией дня стали схватки в абсолютной весовой категории, где встретились сильнейшие атлеты турнира вне зависимости от веса. Чемпионат стал знаковым событием для всего якутского спорта, собрав сильнейших атлетов всей страны. Как всегда, на абсолютке, на финале из Калуги
хорошие, сильные ребята приехали. Они всегда, вот, сборную команды России всегда они есть. Так, еще из Башкирии хорошие ребята приехали. Вот девушка на 55 килограммов чемпионка стала. И, наверное, еще чувашская сборная тоже хорошо выступила. Сборная Якутии продемонстрировала высокий уровень подготовки и стала лидером, завоевав медали в большинстве весовых категорий. Всего 10 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей. По итогам соревнований сформирован состав сборной России для участия в 8-м чемпионате мира по масс-рестлингу, который пройдет в ноябре в Казани. Сегодня масс-рестлинг для Якутии – часть культуры и традиций. Статус дисциплины в стране подтверждается выполнением спортсменами нормативов заслуженного мастера спорта России, а также присвоением высоких тренерских званий. Этот вид спорта развивается в 109 странах мира. Растет интерес, расширяется география участников, а чемпионаты проводятся в разных регионах, что повышает доступность и популярность национального вида спорта, активно приближая его к олимпийским дисциплинам.